Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по профориентации. Мой выбор. Отлично. Давайте с вами, познакомимся, да, так как мы уже знакомы, но все равно. Итак, вам необходимо будет назвать свое имя и назвать любую профессию, которая начинается на первую букву вашего имени. Все понятно? Давайте попробуем. Например, меня зовут Валентина. Я, например, водитель. Хорошо? Так, пожалуйста. Артем, археолог. Отлично. Макар, машинист. Айсен. Помогайте. Айсен, кем может быть? Авиаконструктор. Авиаконструктор еще. Архитектор. У нас уже есть один архитектор. Давайте еще. Археолог же у нас. Давай, будешь архитектором. Отлично. Ага. И какую бы профессию мы выбрали на букву А? Помогите еще одному человеку. Авиаконструктор. Отлично. Андрей, артист. Андрей артист. Хорошо. Таксист. Еще. Так, Тимур, хочешь быть таксистом? Нет. Ладно, давайте еще придумаем. Трактористом. Технологом, может? Нет. Так, давай придумай тогда какую-нибудь сногсшибательную профессию на Т. Трудовик, может быть. Еще танкист. Трубочист, да, тоже была такая профессия. Давай, Тимур. Тренер. Тренер, хочешь быть тренером? Так что ж такое? Ладно, тренер. Отлично. Так. Сергей. Столяр Сергей. Иннокентий, инженер. Отлично. О, классно. Дарья, дизайнер. Угу. Вадим, ветеринар. Отлично. Андриан. Помогите Андриану. Уже, наверное, все профессии на А закончились у нас сегодня. Акробат. Хочешь быть акробатом? Нет. Давай еще подумаем. Ребята, помогите. Актер. Актер. Вы уже? Уже второй актер. Нет, артист. Артист. А актера-то у нас еще не было. Хорошо, актер. Отлично. Давайте. Сантехник Саина у нас. Еще. Нария. Давай, придумайте. Помогите на Н. Нейрохирург. Хотела бы быть? Отлично. Данил, дантист. Дантист Данил. Бармен. Отлично. Давайте похлопаем себе. Не так громко, спасибо. Практически все определились с будущими своей профессией, да? Типы профессии у нас распределил, сделал классификацию известный российский психолог, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии МГУ, известный психолог Евгений Александрович Климов. Итак, смотрим. Какие же классификации вы знаете, возможно, уже? Человек-человек еще. Человек-техник. Человек-техника. Еще. Человек, художественный образ. Художественный образ и человек-знаковая система. Да? Ребята, скажите, какие профессии относятся к категории человек-природа, например? Эколог. Еще. Ботаник. Ботаник. Садовод. Садовод. Как вы думаете, почему называется классификация человек-природа? Потому что это связано с землей. Потому что профессии связаны с окружающим миром и природой. Отлично. Экологией и землей, да? Так, человек-техника. Давайте подумаем. Программисты. Программисты. Еще кто? Конструкторы. Угу. Конструкторы. Так. Строитель. Инженеры. Богдан? Отличник. Какая профессия может быть относиться к человеку-техника? Строитель. Строитель. Угу. То есть эти профессии связаны с чем?
Техник. с техникой, механикой и так далее. Следующая категория – человек-человек. Психолог. Учитель, Воспитатель. воспитатель, доктор, логопед. Андрей? Хорошо. Что связано с человеком. Все, что связано с взаимодействием человека с человеком, с обществом. Да. Следующее. Человек-знак или знаковая система. Айтишник. Молодец. Иннокентий. Юрист. Программист. Еще что? Музыкант может быть знаковой системой? Композитор, точнее. А разве Да. не художественный образ? И художественный образ, и знаковой системы, потому что он связан то есть эта категория связана со знаками. Знаки. Математик. Математик. Еще какие знаки вы знаете? Писатель тоже может быть знаковой системой. Или точнее, да, человек, который изучает языки или какие-нибудь иероглифы, да, знаки. Вот. Далее, человек художественный образ. Музыканты. Саина. Певцы. Актеры, певцы, архитекторы. Угу. Отлично. То есть люди, которые занимаются искусством, да? Творчеством и искусством. Итак, следующее у нас, мы переходим к следующему этапу – выбор за тобой. Итак, ребята, приглашаю вас на виртуальную экскурсию по учебным заведениям нашего города. Сейчас вам необходимо будет, вот неожиданно, наверное, для вас, на занятии достать свои гаджеты. И, возможно, у кого есть приложение 2GIS. Так, Даша, у тебя телефон с собой? Ага, отлично. Открываем приложение 2GIS. Можно найти на сайте, да, 2gis.ru. Пожалуйста, найдите это приложение. Все, отлично. Итак, у вас будет следующее задание. Сейчас мы узнаем о учебных заведениях нашего города. Эти учебные заведения нужно будет найти в нашем виртуальном пространстве, то есть по приложению 2GIS. Обозначить учебное заведение на наших тетрадях. Да. Пожалуйста. Так. Так, и вам на 3 одно, и вам на 2. Так, ребята, вам необходимо будет посмотреть в наши рабочие тетради и посмотреть на середину, открыть карту. Все увидели карту? Это карта нашего города Якутска. Здесь обозначены адреса. Угу. И те адреса, которые мы с вами сегодня посетим, вы узнаете, что находится по этим адресам. Якутский промышленный техникум имени Десяткина. Пожалуйста, найдите его в приложении 2GIS. И кто первый найдет, пожалуйста, скажите адрес. 50 лет Советской Армии, 86/1. Ага. Здесь у нас находится Якутский промышленный техникум имени Десяткина. Итак, здесь вы можете познакомиться с такими профессиями, как ювелир, сантехник, электрик и многие другие. Так, переезжаем на следующую. У нас следующая остановка. Это у нас Якит. Как вы думаете? Отлично. Якутский колледж культуры и искусств имени Макаровой. Да, ребята? Посмотрите, пожалуйста, где он находится. Халтурина 14/5. Молодец, Даша. Итак, как в этом колледже вы можете ознакомиться с такими профессиями, как хореографы, режиссеры, актеры, художники и многие другие. Следующая у нас остановка ЯКС. Петра Алексеева, 25. Да, ЯКС. Пожалуйста, найдите его на карте. Петра Алексеева, 25. Лонгинова 36. Так, еще раз посмотрите. Но они должны совпасть с вашими картами, которыми у вас есть на
партах. Яксе. Вот, нашел. Мгм. Якутский колледж связи и энергии. Да, это у нас Полторы и находится он на Петра Алексеева, 25. 25, да. Здесь вы можете освоить профессии программирования, те, что связаны со связью и энергетикой. Так, следующая остановка – Агату. Агату – это у нас… Арктический государственный. Ну-ка, кто скажет? Арктический? Арктический государственный агротехнологический Технологический университет, да. Здесь вы можете освоить профессии агротехнологические профессии, такие как технолог, агротехник, связанные с сельским хозяйством. Итак, На каком это? еще раз вопрос. На каком это? На какой улице, еще раз, ребят, скажите? Серкелярское шоссе, 3-й километр. 3-й километр. Кто-нибудь был в этом учебном заведении? Ну, я его видел не раз. Видел, но не был. Здесь недалеко от вас, кстати, находится. Вот, как-нибудь мы сходим на экскурсию. Итак, следующая, у нас последняя остановка. ЯТТС. Пожалуйста, на экране. Тимур, скажи. Ой, это у нас якутский Технологический Техникум. сервис. сервиса. Готовцево. Где он находится у нас? На Чернышевского. 74. Здесь вы можете освоить профессии ресторанного сервиса, администрирования отеля, о котором как раз сегодня мы с вами и поговорим, ребята. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о таком чемпионате, который называется WorldSkills или «Молодые профессионалы»? Слышал. Так. Рекламу в них видел. Что это за чемпионат, пожалуйста? Там как бы, Рекламируют. как сказать, продвигают, наверное, детей, чтобы они стали ближе к этим профессиям. Помогают им продвинуться. С чем? Регистрирование отеля там. Так, а вообще чемпионат «Молодые профессионалы» – это что же за чемпионат? Ну-ка. Это международный чемпионат, целью которых является популяризация рабочих профессий через проведение соревнований. Так, ребята, и вот одной из компетенций является администрирование отеля. И именно с этой профессией, с этой профессиональной пробой мы сегодня с вами познакомимся. Так, как вы считаете, какими качествами должен обладать администратор отеля? Вы вообще когда-нибудь встречались с администраторами отеля? Так, поднимите руку, кто видел администратора отеля. Так, хорошо. И это первые лица, которые встречают вас где? В отеле. В отеле, в Гос- гостинице. Да, хостелах и так далее. Угу. Какими качествами должен обладать? Так, решимость. Почему? Общительность. Угу. Так, Умение правильно командовать. Терпение. терпение. Еще. Быть вежливым, да? Пунктуальность. Пунктуальность. Отлично. Пожалуйста. Речь. Да. Итак, конечно же, администратор должен быть. Саина, каким? Сережа? Устойчивость. Ага. Хорошо. Компетентным, аккуратным, тактичным и доброжелательным, да? Администратор отеля – престижная профессия. Они могут работать не только в отелях, гостиницах, но и развлекательных центрах, салонах красоты, спорт- и фитнес-залах. Повсюду, даже в самых дальних уголках страны, да и всего мира, есть, ребята, гостиницы. Это перспективы личных навыков, которые могут пригодиться, в принципе, и обычным людям, да? Так, а теперь, ребята, приступим к профессиональной пробе, которая называется администратор отеля, администрирование отеля. И сейчас я попрошу, мне нужно, значит,
по парам, да, 5 пар, пожалуйста. Кто хочет принять участие в профессиональных пробах? Поднимите руку. Так, ты с кем? Выбери себе. Саина, давай. Саина, кстати, ты же участвовала у нас в конкурсе, давай. Ну, точнее, собиралась. Саина, будешь участвовать сейчас в профессиональных пробах? Хорошо. Так, еще Даша? С Вадимом, да? Хорошо. Вы вдвоем? Так, Андрей и Тимур. Давайте вы, хорошо? Еще кто? И одна пара. Макар и... Нет. Не хотите? Кто еще? Сережа Андрей. и Кеша. Да. Все, давайте. Итак, сейчас подойдите по одному представителю, пожалуйста, выберите одну карточку. Так. И еще кто у нас? Еще одна пара? Так, еще одну пару мне нужно тогда. Давайте, Богдан. Давай. Нет. Ну почему? Я не хочу. Ну ладно. Так, ну придется тогда все-таки вам. Итак, ребята, следующее задание. Сейчас вам необходимо взять ручки, да, ну вот парам, которые вы вот сейчас, и найти на просторах интернета информацию о тех отелях, которые вы выбрали. Ну, информация есть и на тех флайерах, которые вы выбрали. Вы можете воспользоваться и этой краткой информацией, и добыть дополнительную информацию. Так, значит, задание сделать презентацию отеля, узнать адрес, особенности и какие дополнительные услуги этого отеля существуют. Хорошо? Так, а остальные у нас сейчас откроют свои тоже, те, кто не занят, рабочие тетради, пожалуйста. Можете передать ребятам рабочую тетрадь? Вот это вот буклет. Так, вы тоже, пожалуйста, сюда передайте буклет. Вот этот он вам не нужен. Вот сюда передайте. Так, у всех есть рабочие тетради. Итак, сейчас те, кто не занят, кто не готовится, будет информировать нас о тех отелях, которые выбрали ребята. Хорошо? Итак, начнем мы с Макара. Пожалуйста. Первый отель у вас называется... нет, Макар, вы же готовитесь. Так, мальчики, первый отель, какой там написано? Давайте. Отель «Азимут». Пожалуйста, найдите. Что это за отель? В этом вам поможет интернет. То есть вы сделать должны такую презентацию рекламную, чтобы гости столицы нашей были заинтересованы остановиться именно у вас. Хорошо? Так, все понятно? Да. Так, все понятно. Следующий тогда, те, кто сейчас не занят, просто расскажут нам о тех отелях, которые сейчас выбрали наши пары. Пожалуйста, ребята, начнем с отеля, который называется гостиница «Лена». Пожалуйста, информацию. Там есть краткая информация. Давайте посмотрим. Вот здесь вот. Нет, не Лена, давайте, одну секунду. Азимут отель. Азимут отель. Азимут отель «Якутск». Это бизнес-отель на проспекте Ленина, 24. В центре города Якутска. Отель с уровнем комфорта 4 звезды. Имеет 95 гостиничных номеров различных категорий и большую площадку. Мероприятия для работ отличного отдыха имеют фитнес-центр, солярий, массажные кабинеты, салоны красоты, бассейн, сауны, магазины полезных мелочей, бесплатный бизнес-центр, бесплатный Wi-Fi. Отель «Азимут» города Якутска находится в самом центре города. Это бизнес-отель на проспекте Ленина, 24. Здесь отель с
с 4 уровнями комфорта. Имеет 95 гостиничных номеров различных категорий, большую площадку для мероприятий. У нас есть также дополнительные услуги, как и сауна, тренажерные залы, кондиционер в номерах, банкетный зал, бассейн. Также здесь проходит языки обслуживания проходят на 2 языках, английском и французском, помимо русского. 95 номеров, 7-этажный отель. Итак, а специфика? В чем особенность вашего отеля от других отелей? За то, что он бизнес-отель и находится в самом центре города, и также здесь на разных языках происходит обслуживание людей. Хорошо, спасибо большое, Даша. И Вадим. Идем. Итак, как называется ваш отель? Алас. Хорошо. Бизнес имеет 12 номеров. Расположен в центре Якутска по улице Орджоникидзе, 34, дробь 2. Интерьер отеля выдержан в северном этническом стиле. Предлагает вам проводить фотосессии в различных тематиках. Разнообразие национальной кухни не оставит равнодушным даже самого единственного дома. Фасад здания украшен ритуальными резными столбами лентов. Дизайн каждого номера разработан индивидуально. Остановились виды в стандартном номере, стилизованном под якутскую юрту, в номере категории люкс. Сразу после заселения вы можете посетить музей на территории отеля, погрузиться в историю города Якутска и Республики Саха-Якутия. Хорошо. Так, в чем особенность вашего отеля? В нашем музее. В чем? В нашем музее. В вашем музее. То есть у вас национальный колорит, да, в вашем отеле. Хорошо. Спасибо. Давайте еще раз похлопаем. Так, следующая пара у нас артистичных ребят. Давайте выходите. Вы не готовы? Хорошо. Ладно, ждем тогда. Так, Саина и Афанасий, да? Какой Вадим? Андриан, извини. Андриан и Саина. Давайте похлопаем им. Так, давайте очень артистично сделайте это, хорошо? Так, Марракеш у нас. Еще раз. Верхней отделкой для тех, кому скучен однообразный интерьер типовых гостиничных номеров. Имеется доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi. Бутика отель на Новосола, 28/1, Восточная сказка в Северной столице. Об отеле. Мы считаем, что отдых должен быть не только комфортным, но и красивым. У нас в отеле вы почувствуете себя в самом центре Восточного базара. Мягкие кресла, диваны, старинные сундуки, таящие в себе сказочные предметы Востока, лампа Аладдина, кувшин Али-Бабы и многое другое только у нас. Услуги. Наш отель предлагает не только комфортное проживание, но и огромное количество дополнительных услуг. Романтический вечер, аренда, фотозон, предоставление костюмов, проведение утра невесты и жениха, мастер-классы, проведение национальных обрядов и многое другое. Отличная презентация. Давайте похлопаем, ребята. Здорово, молодцы. Итак, и у нас еще кто остался? Ну, только вы, да? Последние. Да, давайте. Сергей и Иннокентий. Аплодисменты, ребята. Так, тоже сделайте это не менее артистично. Гостиница «Сельдык Дархан» имеет 74 номера, уровень комфорта 4 звезды. Гостиница расположена в историческом, культурном и деловом центре Якутска, недалеко от дома правительства и на улице Амосова 9. Есть спортзал, барная стойка, бассейн, сауна. Еще комната оформлены в стиле якутской культуры. Хорошо. В чем особенность вашей гостиницы? Он находится рядом с домом правительства. Является правительственным, да? Угу. Да, еще это. Так, рядом с домом правительства и? Блюдо якутской кухни от шеф-повара. Отлично. Давайте похлопаем. Так, и напоследок у нас лайнер. Давайте, ребят. Давайте поддержим. Трехзвездочная гостиница «Лайнер», самая большая гостиница
Якутска. В ней 137 номеров. Расположена вблизи от международного аэропорта на улице Быковского, 7. Гостиница предлагает умеренные цены на размещение завтраком в ресторане. Допускается размещение в номерах домашних животных при наличии необходимых документов. Хорошо. В чем специфика и особенность вашего отеля? Днем можно размещать домашних животных. Так. Ну а самое главное, он находится рядом с чем? С аэропортом, да. Очень удобное расположение. Хорошо, ребят, молодцы, похлопаем. И последнее задание, ребята. К нам в гости едут и очень известные люди. Итак, сейчас вам необходимо будет угадать, кто же эти люди. Хорошо? Итак, смотрим на экран. И вы должны назвать имя этого человека. Так, а где он у нас? Одну секунду. Угу. Так. Так, подождите. Так, вот. Подождите. Итак, давайте. Кто это? Дима Масленников. Дима Масленников. Кто такой Дима Масленников? Блогер. Блогер, да? Экстремист. Итак, что же, послушайте, какие же задачи для вас, как администраторов отеля, ставит Дима Масленников? Дима Масленников – популярный YouTube-блогер, журналист и путешественник. Он едет снимать очередной выпуск о нашей республике. Ему всегда важно находиться на связи в деловом центре города. Хотел бы остановиться в бизнес-отеле с доступным интернетом, где можно также поддерживать свою физическую форму. К тому же ожидается большая встреча с подписчиками. Приветствуется наличие конференц-зала. Как вы, ребята, считаете, какой отель бы ему подошел? Это наш отель, который мы представляли, потому что там имеется большой зал, конференц-зал для 150 человек и фитнес-центр, как он хотел, для поддержания фигуры. Отлично. То есть вы рекомендуете ему какой отель? Азимут, он находится еще, как он хотел, в центре города и с доступным Wi-Fi бесплатным. Отлично. То есть он соответствует всем запросам, да, нашего гостя. Следующая гостья – это у нас кто? Карнавал. Кто такая Валя Карнавал? Тиктокерша, конечно же. Здравствуйте, пишет Валя Карнавал. Она известная тиктокерша, да, и она едет к нам в город Якутск на национальный праздник. Какой вы думаете? Исах, да. И хотела бы окунуться в национальную культуру, сделать классный национальный контент, посетить уютный отель с якутским колоритом. Какой бы вы рекомендовали это? Почему, ребят? Ну, потому что там музей есть с якутским промыслом. Так, Богдан бы кому... И наше изысканное блюдо, которое не оставит равнодушным никого. Отлично. Либо же гостиница Тыгындархан. Тыгындархан бы ты порекомендовал дополнительно. Но больше все-таки нам подходит отель Алас, да. Итак, внимание на экран. Следующий у нас гость. Как его зовут? Бурак Асчивит его зовут, известный турецкий актер, да, ребята? Ну, возможно, вы его видели, когда ваши мамы смотрят телевизор, какие-нибудь сериалы турецкие. И Бурак Асчивич – звезда мирового масштаба. И хотел бы остановиться в отеле с особыми условиями. Как вы знаете, он играл очень известные роли, да, ему, восточных сериалов. Ему очень великолепный век, там «Черная любовь» и так далее. Так, и ему очень нравится его, тема Востока. И если бы у вас был отель с восточным колоритом, он бы с удовольствием остановился бы. Пожалуйста, Аркадий. Я предложу ему отель бутика Маракеш. Но он в восточном стиле имеет 25 номеров. Изящная отделка для тех, кому скучен однообразный интерьер типа гостиничных номеров. Имеет доставку еды и напитков. Но в номере бесплатный Wi-Fi. Отлично. Ну что ж, давайте похлопаем друг другу, ребята. И сегодня мы познакомились с вами с чем? С типами профессий, да?
с учебными заведениями нашего города, профессиональными, а также попробовали себя в роли администраторов отеля, приглашали наших гостей, предлагали им услуги и так далее. И в завершении нашего занятия мне бы хотелось рассказать вам одну историю. Многие из ребят, которые вот в школе учатся, многие из выпускников мечтают уехать, покорять другие страны, другие города, да, потому что у нас в Якутии бывает, им не нравится наш суровый климат, да, кажется, мало возможностей, кажется, что где-то намного лучше и интереснее. Но я хотела бы рассказать вам одну такую историю. Давайте переместимся с вами в небольшой город Лос-Альтос, штат Калифорния. Вы слышали о нем? Слышали? А что вы слышали? Какой город существует? Лос-Альтос, штат Калифорния. Что там находится? Америка. Хорошо, послушайте. Когда-то это был ничем не примечательный город на юге полуострова Сан-Франциско. Место красивое, с цветущими персиковыми полями, место развития фермерского хозяйства. Выпускники его школ тоже мечтали уехать за большими перспективами в мегаполисы. Но прошло совсем немного времени, и город получил всемирную известность. И сейчас здесь мечтают жить лучшие умы человечества со всего мира. И самые могущественные компании, такие как Google, Microsoft, здесь находят свои офисы Twitter, Facebook и так далее. И называется это место, как вы думаете сейчас? Кремниевая долина, все верно. Развитие этого непримечательного городка началось с одного удивительного человека. Как вы думаете, кого? Так, посмотрите, пожалуйста. Стив Джобс. Стив Джобс, который именно в этом городе, в маленьком гараже, развивал такую большую компанию, которая сейчас носит всемирно известное название Apple, да. То есть он сейчас сделал это маленькое место местом, куда стремятся попасть лучшие, самые умные люди нашего времени, да. Поэтому считаю, что вы тоже можете развивать наш город, нашу республику и сделать ее перспективной и интересной для будущих умов человечества. Хорошо? Итак, спасибо вам. Давайте похлопаем друг другу.